Здоровье, спокойствие и долголетие. О полезных свойствах иван-чая жители Коми теперь узнают все больше. Все потому, что этот продукт с недавних пор производится у нас, в Карткиросском и Ижемском районах. А первый свой целебный напиток предприниматель Михаил Канев приготовил в домашних условиях. Тогда и решил сделать из хобби бизнес. Сейчас в его цехах трудится 10 человек, а реализуют продукцию в магазинах и в интернете. Но это только начало пути. Хотим выходить, экспортировать нашу продукцию в Европу, Китай, планы такие большие. По республике сделать побольше мини-цехов по производству иван-чая, чтобы еще больше рабочие места создавать. Выставка-ярмарка пестрит изделиями мастеров. Картины, сувениры, игрушки. Прямо на месте посетителей учат народному ремеслу. К примеру, создавать из дерева вот такие вещицы. Елена Редькина из Печоры на форум привезла своих кукол. Пока бизнесом любимое дело не называет. Но признается, до пенсии всего месяц. И, возможно, форум станет началом большого дела. Я приехала для того, чтобы, наверное, заявить где-то о себе, чтобы Ухта узнала меня как человека. Как мастера, вернее. Получается, потому что я не подавала ни на гранты, ни на что, я поддержку не рассчитываю, просто мне было интересно, что это такое за мероприятие, из чего оно складывается. Может быть, вынести для себя какие-то опыт какой-то заиметь, потому что я же выслушала сегодня всех, кто выступал, пообщалась еще с людьми, которыми, может, я когда-то в следующий раз решу заявиться на грант. Как продвинуть свой товар или услугу на глобальный рынок? Ответ на этот вопрос и пытаются найти участники форума. Консультации специалистов, мастер-классы и новые полезные знакомства. Для «Жемчужины Севера» форум такого масштаба – событие знаковое. Наши социальные инициативы, которые как из рога изобилия происходят и творятся у нас в городе Ухте, это тому свидетельство о том, что не только центр промышленности, но и центр социальных инициатив тоже находится в нашем любимом городе. По словам исполнительного директора фонда «Наше будущее» Юлии Жигулиной, в России сегодня насчитывается не менее 120 тысяч социальных предпринимателей. Сам фонд развивает это направление уже 10 лет. И быстрее это происходит в тех регионах, где руководство и первое лицо оказывает личную поддержку. Говорит, в Коми с этим все в порядке. Социальное предпринимательство – реальный драйвер развития территорий. Мы сегодня целый день только об этом и говорим, и потенциал в Коми есть. Есть, и нужно этим пользоваться. То, что мне сегодня удалось увидеть, я просто поражена вашими умельцами, вашими мастерицами. Круглый стол организаторы посвятили доступу негосударственного сектора к оказанию социальных услуг. Участники обсуждают очень важный для них законопроект, который позволит сделать четким и понятным сам термин «социальное предпринимательство». Если статус будет закреплен, возможностей у такого бизнеса станет больше. Любая деятельность, связанная с передачей бюджетных средств, она сопряжена с правовыми рисками. Прежде всего, которые имеют органы местного самоуправления и распорядители средств в лице органов исполнительной власти республики. Поэтому то, что предметная дискуссия сегодня состоялась между всеми участниками, я думаю, это будет иметь значение. Ну а слет вообще важен, потому что это первые результаты продвижения и скоординированной поддержки, которая на уровне правительства республики началась. Что такое социальный предприниматель? Это малый и средний бизнес, то есть он должен подходить под этот критерий, который либо берет на работу социально незащищенные слои, причем это должно быть не менее 50% такой категории от его количества работников, либо его работа направлена на социально незащищенные слои, на инвалидов, на пенсионеров, на вышедших военнослужащих. Среди планируемых мер поддержки налоговые льготы, доступная аренда имущества и консультационные услуги. По словам экспертов, именно социальное предпринимательство может помочь в развитии территории. Впрочем, успех во многом зависит от участия правительства региона, а также социально ответственных компаний. Так, прямо во время форума Коми ремесленная палата подписывает соглашение о сотрудничестве с Фондом региональных социальных программ «Наше будущее». Сегодня тот знаменательный день, когда мы, наверное, начнем более плотно сотрудничать с ремесленной палатой Республики Коми, чтобы социальные предприниматели смогли быть увиденными на полках мини-маркетов, автозаправочных станций «Лукойл». Это бытовая поддержка, которую мы реализуем совместно с компанией «Лукойл» и делаем возможным продукцию социальных предпринимателей увидеть во многих уголках нашей России. Проект «Больше, чем покупка» уже реализуется в 16 регионах страны, в том числе и в нашей республике. На заправках «Лукойл» Коми в ближайшее время появятся изделия мастеров нашего региона. Приобрести их сможет любой желающий. Отметим, что поддержка малого бизнеса в сферу приоритетов нефтяной компании попала не так давно.
Предпринимательство – это такая как бы сфера, которая оставалась неохваченным в социальной поддержке со стороны компании «Лукойл», потому что мы в основном, конечно же, работаем с некоммерческими организациями, с муниципальными, то есть с теми, на кого в первую очередь направлена социальная поддержка компании и в рамках соглашения, которое у нас действует с Республикой Коми, и в рамках других направлений благотворительной деятельности, в том числе конкурса социальных и культурных проектов. К слову, среди победителей конкурса социальных проектов «Лукойла» в этом году студия современного танца из Печоры, где дети из многодетных семей, дети-сироты и даже пенсионеры осваивают азы хореографии. Чтобы привлечь людей, потому что кому-то нравится латино, кому-то она совсем не нравится, кто-то хочет похудеть, кто-то хочет эстетики, а надо привлечь по максимуму, чтобы люди были заняты. Жюри оценило значимость проекта и выделило грант на развитие студии. Средства пойдут на обустройство танцевальных залов. Компания «Лукойл Коми» уверена, форум «Слет» станет регулярным и ежегодным. А количество социальных предпринимателей будет только расти. Нефтяники готовы и в дальнейшем оказывать поддержку в развитии социального предпринимательства. Таисия Жакова, Олег Костромин, телеканал Юрган, Ухта.